Марина и Леонид Рогачевы приехали в Нерюнгри в середине 80-х. Там началась их семейная жизнь и совместная трудовая деятельность. Рука об руку они идут не только как супруги, но и как коллеги. Марина Рогачева родилась в Кемеровской области в городе Прокопьевск в семье шахтера. Ее отец 27 лет отработал в забое. После окончания школы поехала поступать в Киселевский горный техникум. Там сформировалась замечательная команда «Ленинская группа». Мы учились таким азартом, у нас постоянно то конкурсы, то КВН, то новогодние представления. То есть, если ничего не делаем, то у нас как будто не жизнь. То есть, мы постоянно чем-то занимались. Здорово было, хотя пришли на фабрику, когда первый раз. Я пришла домой, говорю: мамочка, говорю, а ты когда-нибудь была на фабрике? Она говорит: нет, не была. Я говорю: мамочка, как ты мне могла посоветовать поступить в Киселевский горный техникум? Она говорит: ну, не знаю, там, наверное, хорошо женщины зарабатывают. Она всю жизнь у меня в торговле проработала. 4 года пролетели незаметно, и передовая комсомольская группа из 15 человек приехала по комсомольской путевке в Нерюнгри. Нас взяли на работу. Конечно, машинистами конвейеров, на самый низший разряд. Хотя мы говорили, что мы же технари, мы же что-то знаем, нас учили 4 года. Ну, бесполезно. Ну что, лопаты покидали, 45 минут кидаешь, 15 минут перекур. Да. Но процесс пошел, и Марину перевели оператором, потом мастером, и, отработав по договору 3 года, с предприятия ушла. Но к тому времени произошло одно из самых важных событий в жизни – знакомство с будущим супругом Леонидом. Вскоре на свет появились 2 детей, а в такой ситуации работу найти было трудно. Тогда я пришла к директору водоканала Гоголю и говорю: возьмите меня на работу. Он говорит: а ты что умеешь? Я говорю: умею все. Корочки есть? Говорю: есть. Сдашь? Сдам. Даже чего нету. Ну, как-то так повезло. Отработала года 3, наверное, в водоканале. Тоже был очень дружный, хороший коллектив. Все дружненько работали. А потом начались тяжелые 90-е годы, когда ничего вообще не было. Ни продуктов в магазине, нечего было. У нас, вот как сейчас помню, мы переехали в эту квартиру. Мы вначале жили через стенку в двухкомнатной, а потом переехали сюда. И вот настолько было плохо, у нас были тушенка китайская, свиная, жирная, и макароны. Все, больше ничего не было. Я уже не знала, 1, 2, 3, я готовила с этой еды, не знала, что приготовить. Пришлось оставить и эту работу. Вместе с мужем организовали небольшой бизнес, открыли продуктовые магазины и 15 лет занимались его развитием и поддержанием. И я ему начала помогать. Вот 15 лет мы, получается, работали, у нас свое предприятие было. А потом магазины были продуктовые. То есть я работала всем. И директоры, и уборщицы, и фасовщицы, и продавец, и заведующие, и бухгалтеры, и завскладом. Всем, кем хочешь и не хочешь. Тяжелые времена тоже были, потому что очень тяжело выживать, когда большая конкуренция в городе, и не знаешь, что привезти, чем удивить покупателей. А потом получается... Конкуренция, сложности с лицензированием заставили отказаться от предпринимательской деятельности. И в мае 2016 года Леонид пошел работать на запуск новой фабрики «Инаглинская-1». С собой позвал и Марину. Очень важно, чтобы дело, которым занимаешься, было в радость. Марине в этом смысле повезло. Свою работу она любит и с удовольствием приходит в свой рабочий кабинет. Приходя на работу, часто думаешь: ну что тут в кабинете? Ну простой кабинет, зато замечательный какой, светлый, с окошком. Все мне видно, все я за всем здесь наблюдаю. Мы сами своими руками его красили, ремонтировали, посадили цветочки для уюта, создали. Очень нравится мне мой кабинет, я вообще люблю свою работу. Придешь на работу, в окошечко глянешь, концентрат на складе лежит, концентрат грузят. А еще когда план выполнишь, с хорошей золой, с хорошим качеством, и еще отгрузят все, и настроение сразу поднимается, придя на работу. Вот уже 6-й год Марина Рогачева работает в угледобывающей компании «Колмар» оператором пульта управления. Ее профессия требует особой внимательности и ответственности. Работа у меня очень интересная. Я из природного материала, рядового угля вырабатываем промпродукт, промежуточный продукт, породу добываем.
в отвал вывозим. И самый главный у нас продукт – это концентрат. Вот я непосредственно слежу за технологическим процессом, то есть за всем, за завозом угля, за его непосредственной подачей в приемный бункер, за то, как он по конвейеру поступает, обязательно следим. Не дай бог, 5 минут нагрузки нет, все, переработки часовой не будет. Значит, следим за технологическим процессом, за работой оборудования, за работой насосов, которые в последнее время прям капризничали. Следим за плотностью в тяжелых средах. У нас обогащение в тяжелосредных, тяжелосредное обогащение получается. Так, за выпуском и выходом концентрата, за его золой, за его качеством, влагой, за всем смотрим. Нравится чувствовать себя частью сплоченной команды, которая для достижения результата работает слаженно и дружно. Ну и непосредственно оператор один ничего не сделает. Это все работа технологической смены. То есть когда ребята в команде в одной, в единой смены, это начальник смены, мастер, это непосредственно аппаратчики, машинисты. Если они выполняют свою работу здорово, классно, то итог не заставит себя ждать. И мы выпустим плановую переработку, сделаем с хорошим выходом, с хорошим качеством. Ребятам, о которых говорит наша героиня, тоже работать с таким профессионалом и просто приятным человеком комфортно и легко. Ведь кто еще может не только раздавать указания, а еще и накормить? Работать человек он отличный, позитивный, как бы всегда поможет советом где-то. Ну, в общем, приятно с ней работать. Слов много, можно сказать. Что еще могу сказать о ней? Очень опытный оператор у нас, один из самых опытных. На смене всегда поддержит тебя, где-то прикроет, если ты не можешь следить за процессом. В общем, отличный человек. И вне работы тоже общались с ней. Любые праздники, ее день рождения, наши дни рождения, 23 февраля какие-нибудь, любые праздники, всегда чем-то нас угощает, удивляет. Пироги, булочки всякие. Классно очень. Весь технологический процесс обогащения угля Марина знает от начала до конца, наблюдая за ним на экранах монитора. Я могу отследить и погрузку, и подачу, и шлемоотстойник, и непосредственно оборудование, которое у меня в работе, и конвейера, по которым идет нагрузка и уголь, и КНС. Все могу отследить. И сгустителя. Красота. Ну и у меня технологическая схема, непосредственно в приемный бункер идет подача рядового угля машинами. Концентрация дел и внимания иногда на пределе. А еще иногда бывает такая ситуация, сюда директор звонит, по рации машинист что-то спрашивает, лаборатория что-то хочет от тебя, и надо на все раз ответить. И вот так вот всем вместе дружненько отвечаешь. Не мешает работе даже то, что за соседней стенкой работает любимый муж. Такой парадокс. Мы с мужем всегда по жизни были вместе, работали вместе, даже до фабрики еще. А теперь так сложились обстоятельства, что он непосредственно мой начальник, еще и сидит в соседнем кабинете. Рогачев Леонид Петрович, замдиректора по производству. Леонид Петрович помнит, как все начиналось, когда фабрика еще только строилась. Фабрика еще в стадии строительства находилась, стен ничего не было, стояли только металлоконструкции, монтировались, еще до конца не было смонтировано. Даже крыши, ничего не было. Начался монтаж оборудования, принимали участие в строительстве фабрики. И вот 30 мая фактически она сразу запустилась в 2016 году. То изначально изучено было все оборудование, которое здесь есть на фабрике, вся технологическая цепочка. То, что мы здесь меняем, модернизируем, тоже, в принципе, тоже все знаю. Задача Леонида Петровича как начальника – организовать работу так, чтобы труд работников был достойно оплачен. А для этого у всех должно быть понимание личной значимости в общем деле. Есть понимание у человека, то есть самосознание, что он выполняет именно те работы, которые требуют от него отдачи, то, соответственно, он будет лучше работать. Но это опять-таки он должен чувствовать, что его уважают на работе, ценят. Поэтому тогда, если в этом случае, когда появляется именно моральная и материальная заинтересованность, тогда лучше весь коллектив работает. Кроме того, коллеги знают Леонида не только как профессионала, но и как активного общественного деятеля. Леонид Петрович у нас же является председателем как трудового коллектива и общественным деятелем в нашей администрации.
Вот, непосредственно руководил и принимал участие в строительстве церкви на Чурапчинской. Может, знаете, ее ж недавно построили. Вот. Соответственно, как бы весь город, все предприниматели собирали деньги на ее строительство. А Леонид Петрович наш курировал эти все вопросы, договориться, подвести, привести, как бы спонсорскую помощь оказать. Ну, то есть это немаловажную роль как бы в этом сыграло его участие. Ну а также еще много разных проектов, которые в городе внедрялись, там строительство детских площадок. Как заместитель директора по производству Леонид Рогачев знает все тонкости работы фабрики. Чтобы объяснить нам, что происходит с углем с момента добычи до отгрузки готовой продукции, понадобилось бы времени гораздо больше, чем длится весь процесс. Отпускать с фабрики Леонид нас долго не хотел, ведь мы увидели еще только самую малость. Когда Леонид Петрович повел нас на фабрику, я не ожидала, что я услышу такой поток информации. Леонид Петрович оказался настоящим фанатом своего дела и рассказал нам столько всего, сколько не может вот сейчас вместить моя голова. Он просто, его было не остановить. Он говорит: я так вам хочу все рассказать. Несмотря на то, что порой приходится работать и в выходные, это не мешает Рогачевым успевать отдохнуть, заняться домом, пообщаться с внучками и уделить время себе. Увлечения Марины самые разнообразные. Попробовав заниматься пилатесом и йогой в зале, сейчас она и дома поддерживает гибкость тела, самостоятельно выполняя упражнения. Два раза в неделю посещает бассейн. Ну, конечно, как без воды. У меня ощущение такое, когда я ныряю с тумбочки головой, что я как будто все проблемы свои оставляю где-то там, в воде. И дальше уже бегу чистенькая домой. Ну, во-первых, позвоночник, спасибо, говорит прям постоянно. Если я пропускаю, все, позвоночник сразу болит. Ну, возраст уже у нас, не девочки мы, поэтому, наверное, хочется заниматься чем-то активным и постоянно. Летом прогулки на велосипеде, отдых на свежем воздухе, зимой – лыжи. Марина, а вы на лыжах тоже так же хорошо катаетесь, как все остальное делаете? Не, на лыжах я слабенько катаюсь, это я за компанию с мужем. Не могу же я все хорошо делать. И булки печь вкусные, и на лыжах классно кататься. Нет, я так чуть-чуть. Я в основном конечком, слегка так, а так классикой. А вот муж на лыжах стоит уверенно и давно. Лыжным спортом увлекся еще в школе. Был кандидатом в мастера спорта. И с тех пор не оставляет это увлечение. В Мирном начал заниматься лыжными гонками. У нас там тренер такой знаменитый на весь Мирный, Борисов Петр Федорович. Вот он привел любовь к лыжам. Ребятишки тогда у нас еще в 70-х годах телевизора не было, ничего не было. Все бегали на улице, занимались спортом, кто хоккеем, кто лыжами. Ну вот я привык к лыжным гонкам, вот так хожу, до сих пор катаюсь на лыжах. Благодаря своему тренеру, в общем, так сказать. Часто на горнолыжных склонах можно увидеть и сына. Андрей – любитель сноубординга, но начиналось именно с лыж. Отец как мог старался привить сыну здоровый образ жизни и вовлечь в спортивную среду. Первый раз вообще я в лагерь поехал с Михаилом Яковлевичем Кустиным. Короче, мне отец лет мне 4 года или 5 было. Он меня отправил, одного в лагерь. Вот, и как-то все вот это закрутилось, завертелось, и потом начал лыжами обычными заниматься. Отец меня поставил на лыжи, на обычные, но он любитель. Вот, потом я выступал на республике, на России, это все пока школьные годы были, тренировался. В сборной Нерюнгринской был, ну а потом что-то как-то, не знаю, понял, что это, наверное, не мое, и решил, заняться сноубордом. Вот, и с 2005 года, в 2005 году я первый раз попробовал прокатиться. Ну, как-то так, не очень поначалу получалось. Но сейчас уже нормально уже. Но не всегда увлечения родителей дети разделяют с радостью. Так и Андрей какое-то время противился и ленился. Приходилось даже хитрить. Я не особо был увлечен лыжами, и мне не очень прям сильно не нравились. Ну, это прихоть отца была, и
он возлагал на меня надежды, как бы, и приходилось заниматься. Бывала история, выходишь с дому, типа, поехал на автобус, ждешь, пока ждешь автобус, уже, короче, кататься перехотелось, и думаешь, что уже туда ехать, пойдешь вокруг дома, обойдешь, ноги намочишь в снегу, типа, и все, домой приходишь, говоришь, типа, вот я с тренировки, типа, пришел. Разные случаи были. Как раскололи тебя родители с этой историей? Да, потому что по времени как бы все не сходилось, быстренько все получалось. Да много ситуаций было. И тренер нас тоже как бы много на чем ловил потом. На таких. Ну, не всегда хотелось прям кататься. Хотелось так, в развлечения, чтобы это больше было. Вот поэтому теперь и сноуборд, наверное, а не лыжи. Сейчас на склоны Андрей ходит уже со своей старшей дочерью Амелией, которая с удовольствием тоже катается на сноуборде. А у младшей дочери свой характер, и она пока не спешит присоединиться. Вот старший у нас сноуборд поставили, года 3 было. Так, ну, сейчас как бы потихоньку, помаленьку научится кататься. А младшую хотите поставить? А младшая что-то у нас трусиха, она такая модель растет. Кроме этого, Амелия часто бывает у бабушки. Вместе они делают уроки, смотрят ТикТок, ходят в бассейн и находят еще много интересных дел. От такой активности нет покоя никому. Бабушка у нас очень активная женщина. Она вообще не сидит на месте, так скажу. Дай бог каждому молодому человеку быть таким активным, как она. Она всегда просыпается очень рано, начинает печь булки, оладушки, идет в лес, гуляет. Она такой инициатор, она вытаскивает нас в лес. Мы бы, может быть, где-то дома повалялись на выходных, но нет, мы идем, занимаемся активным образом жизни. А также она старшую дочку всегда берет в бассейн, они плавают, ходят. Также дома они вышивают, лепят, рисуют, я не знаю. Бабушка много что прививает своей старшей внучке, потому что мама постоянно на работе. Свое первое знакомство с родителями будущего мужа Юлия хорошо запомнила. Я сейчас расскажу, такая история была смешная. Я Андрею говорю, Андрей говорит, пошли зайдем ко мне. Я говорю, у тебя родителей дома нет? Он говорит, нет, нету. Я говорю, ну ладно, пошли, заходим. Папа такой стоит с пылесосом, мама полы моет. Я такая, здравствуйте, не здравствуйте. И оказывается, это был первый раз в жизни, когда папа его стоял с пылесосом, а мама мыла полы. Она говорит, ты просто попала в какой-то удачный кадр. Я такая говорю, какая примерная семья. Думаю, папа пылесосит, мама полы моет. Замечательно. А это, оказывается, было первый раз. Ну вот если папа пылесосит, то что было первый раз. Да, что папа пылесосит первый раз. Вот. А так, как познакомились, сели, поговорили, чай попили. Со свекровью отношения уже наладились, но было всякое. Каждый со своим характером. Но при взаимном желании невестки и свекрови удалось построить гармоничные отношения и найти друг в друге поддержку и помощь. Она мне научила терпению. Я такая очень вспыльчивая девушка. Я тоже, кстати. Мы с своей свекровью очень похожи, кстати вообще, говоря. абсолютно. Мы обе не любим сидеть на месте, и она мне научила терпению. Вот этому я ей очень благодарна. Потому что терпению тоже надо учиться. Это такое дело. Не каждый сможет. Сынок, первую партию можешь нести. У нас с мужьями очень повезло. Да. Терпение нужно. Да, наверное, с любым человеком, когда живешь, нужно приспособление какое-то, Да. приспосабливаться. Совсем недавно я пришла к тому, что я захотела печь булочки, и меня свекровь научила своему фирменному рецепту. Булочки получились отпадные. Попробуем. Сейчас у нас очень хорошие отношения. Изначально, конечно, было трудно, потому что каждая свекровь, наверное, больше всего любит своего сына. Но со временем мы научились ладить, так сказать, пришли к какому-то общему взаимопониманию. У меня свекровь замечательная. Она меня всегда очень поддержит меня Да, с я- детьми, да, всегда даст дельный совет, так сказать. Когда мне плохо или хорошо, я всегда могу прийти к ней, мы можем с ней сесть, поговорить, она меня выслушает, даст какое-то напутствие, даст правильный совет. Чему я очень благодарна. Правда. Свекровь у меня очень хорошая. Я стараюсь. Иногда Юля даже не понимает, откуда у Марины столько сил, чтобы все успевать. Бабушка у нас сидит на месте, и когда дедушка приходит с охоты или с леса,
Звоню как-то, время, смотрю в WhatsApp, сидит 12 часов ночи, там, или час уже был. Говорю, что делаешь? Она, что, грибы перерабатываю. Я говорю, тебе надо? Она говорит, конечно, надо. Я говорю, так в магазине же купить можно. Она говорит, нет, в магазине не такие вкусные. Идет с ночи, такая, вроде звонишь, устала, всю ночь же не спит, диспетчером работает. За фабрикой следить надо. А тут идет, полный рюкзак на себя, она гребет помидоры, огурцы, все на себе тащит. Я спортсменка. Притащит все на себе, замочит, ляжет, поспит, встанет, уже потом консервации делает. Я говорю, бабушка, ты не сходи с ума. Она говорит, нет, вкуснее, чем у меня ни у кого нет. А сколько всего дедушка, как называет Леонида Юля, приносит из лесу, так это действительно можно долго перебирать, мыть, чистить. Ведь Леонид заядлый любитель собирать грибы и ягоды. А он один ходит, он уходит на 3-4 дня на неделю. Этот раз вообще потеряли его, пошел за ягоды, он у нас большой добытчик. Он у нас уходит и приносит по 6 ведер черники, брусники, каменушки, морожки, голубики. Короче, мы всю ягоду едим местную. А однажды Леонид увидел фотографии Юрия Коковина, заинтересовался съемкой животных и решил попробовать сам. Я ходил, тоже сидел всю ночь, фотографировал, как эти глухари начинают атаковать, ночь не спал, одну, вторую, третью. В общем, получается, конечно, тоже снимать рядом глухари такую. Конечно, это захватывающе, просто это надо увидеть, просто сказка какая-то. Кто раз увидит, потом будет как завороженный это смотреть. Конечно, благородная птица это глухарь. Я вроде как сам охотник, но сейчас даже на глухаря в общем, стрелять не могу. В общем, Я говорю, иди, я так курицу куплю. В общем, охота мне такое удовольствие, которое больше как бы побыть на природе. Охота, рыбалка и якутская природа не отпустили Леонида из Нерюнгри, хотя изначально оставаться здесь надолго он не планировал. В общем, после окончания института приехал сюда, после Иркутского политехнического, молодым специалистом. У нас, в общем, получилось так, что я первый по распределению шел, красный диплом получил, думаю, ближе всего к Мирному было в Нерюнгри распределение, приехал сюда. Тут вроде бы как... Мама в Мирном жила, там брат и сестра. Я думаю, все-таки поближе будет. Приеду, думаю, отработаю 3 года положенных и потом вернусь в Мирное опять. Приехал, вроде как тянуло все такое, домой в Мирное все тянуло. Думаю, сейчас уже поеду. Потом стал тут больше с природой знакомиться, стал по окрестностям ходить, почти каждые выходные ходил. То в одну сторону, то в другую сторону. Хрустальную ходили, когда были молодые. Да. В общем, сходил на Малую Хрустальную, потом сходил на Большую Хрустальную. Марина со мной ходила на Малую Хрустальную. Там в свое время там хрусталь приносил даже домой, добывал. Просто как сувениры. Большая это наша Беркакитская гора, которая Лысая называется. На нее ходили, туда за нее. Тут Двугорбая гора, знаете, да, за разрезом тоже. В общем, все так окрестности в районе 50 километров почти пешком исходил. Как-то понравилось, тут рыбалка потом началась, тут вроде такая интересная рыбалка на Хариуса. Люблю особенно, когда поймаешь уху вечером сварить и у костра посидеть. Это самое замечательное. Как-то все втянулось. Тут друзья, оброс уже как-то, женился. И через 3 года уже передумал, никуда я уже не поеду. А вначале говорил, поеду. Нет планов тут оставаться. Возможно, природа его так тянет, потому что родился Леонид в прямом смысле в лесу. Отец повез мать в больницу, у нас в леспромхозе не было больницы, повезли, отец повез вечером мать в больницу в Екатериновку, и не доехали они до Екатериновки, гроза, ливень был, и там осинник такой, где рассказывали мне родители, где я там родился. В 3 часа ночи, в общем, в грозу, в ливень родился, там отец роды принимал.
В процессе рабочих будней, активного отдыха, прогулок очень важно знать, что есть место, где всегда тепло и уютно. Марина старается создать в доме такую атмосферу, чтобы в него хотелось всегда возвратиться. Дети, внуки, любимая работа, увлечение – что еще можно желать? Единственное, чего бы хотелось, чаще видеться с дочерью, которая с семьей живет в Санкт-Петербурге. А в целом Рогачевы сумели разгадать секрет простого человеческого счастья.